Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения, 81% россиян среди негативных изменений в стране наиболее вероятной угрозой видят рост цен на продукты первой необходимости. 63% опрошенных в ближайшем будущем опасаются терактов. Ну и среди самых маловероятных угроз жители отмечают возвращение лихих 90-х и гражданскую войну. Своими догадками о будущем страны поделились и уфимцы. Вот простые вопросы. В первую очередь жилье, детские сады. Вот и все. Если вот эти проблемы решатся, остальное стараемся жить. Но что-то будет в любом случае. Будем надеяться на позитив. Надеюсь, что все будет хорошо. Я думаю, будет все хорошо, все замечательно у нас будет в стране. Все так же будет, как было, так и останется. Не знаю, но мне кажется, грядет что-то нехорошее. С каждым днем все лучше и лучше будет. Я вам это обещаю. Стали известны итоги ежегодного рейтинга самых авторитетных вузов мира. Британская газета «Таймс» опросила около 18 тысяч ученых. Критериями для оценки стали уровень исследовательских и образовательных программ, цитируемость научных статей, количество иностранных студентов и не только. В результате первая тройка осталась неизменной. На первом и втором месте вузы США, Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт. Третьим стал самый успешный британский университет – Кембриджский. К удивлению специалистов, в топ-100 попало 5 японских вузов и не попал ни один вуз из России. Напомню, что в прошлом году 33-е место занимал МГУ. За комментариями мы обратились в Башкирский государственный педагогический университет. Если посмотреть на нынешний рейтинг, мы увидим, что подавляющее число вузов, которые там находятся, это вузы США. То есть еще раз Соединенные Штаты Америки подтвердили, что их система образования претендует на звание одной из самых лучших. Поэтому если мы сегодня огромные усилия тратим на реформирование системы образования, на реформирование вузовской системы, на улучшение качества работы, конечно, появление наших вузов, ведущих вузов в топ-100, оно обязательно. Это, кстати, цель была заявлена, когда создавались только первые федеральные университеты. Но пока мы видим, что, к сожалению, это, наверное, не происходит. 5 мая в Москве пройдет марш миллионов. Главные лозунги мероприятия – требуем досрочных парламентских и президентских выборов и за легитимную власть. Также руководитель Левого фронта Сергей Удальцов предлагает провести народный референдум по вопросу о недоверии к власти. На этот митинг Удальцов приглашает и жителей других регионов. По его мнению, такая массовая уличная мобилизация может стать серьезным ударом накануне инаугурации Владимира Путина, которая назначена на 7 мая. Тем временем в Санкт-Петербурге митинг пройдет уже в следующие выходные, 24 марта. Главные требования – проведение прямых выборов губернатора без президентского фильтра, а также регистрация оппозиционных партий и освобождение политзаключенных. В Словакии появился дворник, который работает в костюме Бэтмена. Как заявил он словацкому телевидению, я слежу за чистотой и порядком, тем самым делая нашу планету чистой. Также дворник, которого зовут Золтан Кохари, в эфире местного телевидения продемонстрировал несколько крутых приемов. Он умеет спускаться по веревке со 2-го этажа и красиво махать длинным ножом. Было бы здорово, если бы наши дворники одевались в костюмы супергероев и убирались так же быстро, как Супермен, Бэтмен или Человек-паук.